Вся эта авиадиспетчерская техника представляет собой важный этап в истории развития кыргызской гражданской авиации. Эти аппараты использовались 20-30 лет назад. Они выполняли важную роль в управлении воздушным движением и обеспечивали безопасность. Данный пульт, он привезен из Исыкуля, то есть в Чолпанате он стоял, там когда аэропорт был Чолпанаты. Вот. Тут собрано с разных регионов у нас оборудование. Допустим, есть оборудование, которое привезено из города Ош, аэропорта Ош. На сегодня вместо этих старых авиадиспетчерских аппаратов координацию полетов ведут новые и современные, которые поддерживают надежную работу нашей кыргызской авиации. Сейчас государство стремится повысить качество авиационного обслуживания в Кыргызстане. Жаңы Кыргызстанды куруу жолундагы биздин максатыбыз аба транспорт тармагын өнүктүрүү. Наша цель на пути построения нового Кыргызстана – это развитие воздушного транспорта, восстановление авиасообщений в отдаленных регионах республики, создание удобных альтернативных условий для связи между нашими гражданами, а также открытие международных рейсов, способствующих развитию туризма. Это событие не только способствует дальнейшему развитию страны, но и открывает новые возможности. Можно сказать, что в Кыргызстане начался новый этап совершенствования транспортной доступности. Так возобновилось авиасообщение между городами Бишкек и Каракол. Спустя 6 лет перерыва в туристическом городе заработал обновленный международный аэропорт. В последние годы модернизация авиационной инфраструктуры стала частью государственной стратегии. Это позволяет не только улучшить транспортное сообщение, но и способствует социально-экономическому развитию удаленных областей. В мае прошлого года авиасообщение возобновилось в Таласе, и это спустя 30 лет простоя местного аэропорта. Воздушная гавань начала свою работу 45 лет назад при Советском Союзе. Однако после его распада работа здесь полностью прекратилась. И спустя столько лет аэропорт наконец-то был полностью восстановлен и заработал согласно новым стандартам. Скоро заработает аэропорт Нарын. Его возрождение является частью долгосрочной стратегии ОАО «Аэропорты Кыргызстана» по развитию региональной авиационной сети нашей страны. Нарын аэропорту кудай буйрса ачылат. Совсем скоро откроется Нарынский аэропорт. Там уже завершилось строительство взлетно-посадочной полосы, перрона, аэровокзала и не только. Строится аэропорт Тамчи. Скоро в феврале президент даст старт строительству нового аэровокзального комплекса аэропорта Ош. Планируется также строительство нового международного аэропорта в Джалабаде. Жителям и гостям Кыргызстана должны быть созданы благоприятные условия для безопасных, регулярных и эффективных воздушных перевозок. Для этого президент Садыр Жапаров 3 года назад подписал специальный указ по развитию рынка услуг гражданской авиации. Мы за последние 2 года прошли 2 международных аудита ИКАО, международной организации ИКАО. Плюс нас ждет на следующий год аудит со стороны США, чтобы открыть прямой рейс в США. И так далее и тому подобное. То есть очень много изменений произошло именно в сфере гражданской авиации. А самое главное это то, что гражданская авиация усилилась тем, что Госагентство гражданской авиации стало подчиняться напрямую Кабинету министров, что стало хорошим толчком для развития в сфере нормотворческой деятельности. То есть сейчас, на данный момент, мы очень быстро и без задержек можем соответствовать международным стандартам в области именно регулирования гражданской авиации. Благодаря слаженной работе Госагентства гражданской авиации Кыргызстан может выйти из черного списка Евросоюза. На сегодня агентство проходит аудит. Если мы успешно пройдем эту проверку, то наши авиакомпании получат возможность открывать прямые рейсы в страны Европейского Союза. В данный момент мы проходим первый этап аудита по черному списку от Евросоюза. Первый этап – это онлайн сбор информации от нас, то есть они задают нам вопросы по определенным моментам, как мы инспектируем, как мы заполняем определенные документы, процедуры и так далее. И мы, соответственно, отчитываемся, отвечаем и так далее.
Все, конечно же, на английском языке. Вот мы тут оборудовали такую небольшую студию, чтобы хорошо было нас видно с 2 камер, плюс хороший звук был, чтобы все чисто было. Дальнейшее внимание к этой отрасли позволит укрепить позиции Кыргызстана на международной арене и сделать его более привлекательным для туристов и инвесторов. Для улучшения транспортной доступности Кыргызстан приобретает новые самолеты за собственные средства. Ахмыр Нурдинова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.